национальное движение крымско-татарского народа было беспрецедентно массовым, подлинно всенародным. Если попытаться рассказать о каждом, кто внес свою лепту в общее дело возвращения крымских татар на историческую родину, понадобится несколько лет. Селям алейкум, азиз достлар. Одним из авторитетных деятелей национального движения в 1960-80-х годах был Амза Аблаев. Он стоял у истоков национального движения со второй половины 50-х годов. Амза Аблаев родился 22 мая 1922 года в деревне Карбекуль Алуштинского района. Осенью 1929 года его отец за отказ вступить в колхоз был выслан семьей на Урал, а затем семья поселилась в Узбекистане. Началась война. 20-летний Амза был призван в армию. Как командир артиллерийской батареи он был постоянно на передовой. 6 раз ранен, 2 раза контужен. Родители дважды получали извещение о гибели сына в тяжелых боях. После демобилизации в 1946 году Амза вернулся в Узбекистан, в поселок Каунчи. Здесь он нашел своих депортированных соотечественников, находившихся в ужасных условиях комендантского режима. Амза поступил на работу в школу, а в следующем, 1948 году, стал студентом заочного отделения физико-математического факультета Ташкентского педагогического института. Поселок Каунчи, население которого возросло за счет эвакуированных и депортированных во время войны, в начале 1950-х годов был переименован в город Янгиюль. Здесь проживало немало крымских татар, среди которых после смерти Сталина стали активно обсуждаться пути возвращения на родину. Во второй половине 50-х он знакомится с Джипаром Акимовым, Бекиром Усмановым, Мустафой Селимовым и присоединяется к зарождающемуся национальному движению.